будущее, которое наступит через 20-30 лет. Можно ли его увидеть в условиях глобальной неопределенности? Как высветить контуры будущего, чтобы они стали более четкими и яркими? И что могут сделать для этого те, кого сегодня называют новое поколение? Изначально мы все рождаемся не для того, чтобы остаться в той же точке, в которой мы появились, а для того, чтобы попасть в какую-то другую. На самом деле мы не знаем, в какую. Мы не знаем, какова наша конечная цель. Но выбирая промежуточные, может быть, придумывая их, как-то надумывая, ставя себе, мы движемся. А в процессе движения происходит осознание жизни. Тинкай Кретова, путешественник, член общественного объединения Олодала Алеме «Мир Великой Степи», писатель, лауреат Национальной литературной премии 2016 года за повесть «Хастабан», основатель сайта tuganjerem.kz. Я вообще алматинка, я с детства жила в городе, но когда мне было лет 9, я открыла для себя папину библиотеку советской научной фантастики. И поскольку я человек очень эмоциональный, меня она зацепила сильно. Я думала о каких-то драконах волшебных, о каких-то дверях в потусторонний мир, о чем-то магическом. А потом однажды я поняла, что вот же этот мир. Зачем? Не нужны никакие двери, никакие волшебные существа, волшебные палочки. Там наступает то самое ощущение чуда. И когда наблюдаешь за природой, действительно, иногда просто волосы становятся дыбом от природных явлений, от стихии, от того, как это все между собой спето, как это все устроено. В этом и есть та самая сказка, то самое волшебство, которое я искала вот тогда, когда была ребенком. У меня была потребность относиться с уважением к природе, и я как-то четко разделяла для себя неба, энергию земли, там, какого-то конкретного места. А потом выяснилось через какое-то время, что тенгрианство – это и есть натурфилософия. Это и есть взаимоотношения с природой, с космосом. Для меня тенгрианство – это не религия, а мировоззрение, образ мышления, образ жизни, который подразумевает постоянное участие в развитии окружающего мира и, естественно, саморазвитие и умение жить в гармонии с природой. Наши предки все это чувствовали сами. Для них это было естественное состояние. Скорее всего, человек, живущий вот в этом состоянии единения с космосом, гармонии, да, умение жить в соответствии с космическими ритмами. И когда все вокруг живут точно так же, вряд ли бы ему могло прийти в голову, что когда-то родится такой человек, который не будет этого ощущать. Я очень люблю национальные игры. Естественно, наши кочевые национальные игры. Они ведь создавались не просто как развлекаловка. Это все было необходимой подготовкой, чтобы держать себя постоянно в тонусе и в форме на случай, времена были суровые, на случай каких-то военных конфликтов. Поэтому сейчас у нас игры сохранились, да, вот именно как культурное наследие. В этом году, когда в рамках Экспо организовали первый чемпионат мира по кок-пар, с радостью туда, естественно, направилась. Я очень люблю нашу сборную. Я знаю уже там почти половину спортсменов. Когда с ними общаешься, выясняется, что у кого-то степень магистра, да, кто-то занимается какими-то творческими параллельно вещами. То есть глубокие люди, глубокий философский спорт, суровый, да, непростой, сложный, невероятно зрелищный и иллюстрирующий саму
связь человека с живым миром. Такой. Этот узор я могу вот таким вот образом сшить, тогда там будет совершенно другая. Характер даже сам даже будет другой. Многие ищут каких-то универсальных ответов на то, как нужно обставить дом, как надо жить, как надо одеваться, чтобы энергия правильно текла. Сейчас вообще стала очень модная тема энергии и каких-то там сакральных значений, каких-то там слов ключевых. На самом деле, вот далеко зачем ходить, если можно использовать наши же орнаменты, которые несут точно такое же сакральное значение. В частности, у меня есть подруга Инара Сейдж, она занимается изготовлением ковриков казахских национальных. И вот она рассказала мне, что орнамент, изображаемый только в правую сторону, он несет энергетически положительный смысл, жизнь. И везде был разный узор, и каждому было свое место в юрте. И поэтому вся вот эта красота вот в этих углах, вот в этих соединениях, вся красота. И когда уже вот настолько меня измучил вопрос, почему ты, славянская девочка, занимаешься тюркской культурой, мне пришлось сделать ДНК-тест. Оказалось, что во мне есть тюркская кровь, есть скифская, там что-то с центром в Афганистане, в Иране где-то. По удостоверению я русская. С моим именем тоже произошла мистика. По паспорту я Татьяна. Когда мне было лет 10-11, мы с сестрой читали словарь имен народов СНГ. Что-то такое было. Или СССР еще, вот такой древний старый словарик. Вот если бы ты была цыганкой, тебя бы звали Тинка. Есть такое цыганское имя Тинка. Выяснилось, что есть тюркское имя Тинкай. И уже во взрослом возрасте Тинкай звучит, это как полное имя, да, и получается, я его носила уже давно и не зря. Мне просто повезло, я сразу же живу в той стране, которую я бы полюбила, изучала, если бы я жила в другой стране. Если бы я жила в СНГ, где-то далеко от Казахстана, я бы, наверное, точно так же восхищалась казахским орнаментом, пыталась бы изучить язык, любила бы песни, там, обожала бы звучание кубыза, и меня бы всегда тянуло в Среднюю Азию. Я вообще однозначно человек степи. Мне нравится вот это ощущение бесконечности и осознание себя вот в этом колоссальном пространстве, которое все равно маленькое для космоса, да, а оно дает мне какое-то воодушевление. Мне нравится, что в степи видно издалека. Я люблю запах степной. Я обожаю степное небо. Например, в Сары-Арке мне кажется, что я там слышу музыку. Вот ощущение песни степи. И для меня это и есть доказательство вот какой-то оставшейся энергетики, наполненности жизни. Чем больше ты видишь, тем больше ты хочешь видеть, тем просто узнаешь, насколько большой этот мир, насколько колоссальный у него запас, потенциал природных достопримечательностей. И создается ощущение, что вообще еще ничего не видел. Еще столько нужно узнать. В этом году я дважды была в Сайрам-Оганском национальном парке. Дважды, потому что я не смогла справиться со страстью, с желанием вернуться назад. Дело в том, что вот я стала узнавать горы. Что-то, на что я думала, я не способна, оказалось, я могу. Что-то, в чем я думала, что сильна, оказалось, что нужно немножечко поработать. Большую часть времени я стояла в лагере вместе с детьми. Они меня очень вдохновили, эти дети. Кто-то плакал, ему было больно, но он шел. Давай идем, Егор. Можно лечь? Продолжал идти, доходил до последнего. Давай. А вы потихоньку поднимайтесь, не спешите. После достижения вершины забываются все слезы и страдания, наступает радость, созерцание.
гордость за себя, гордость за свою планету, за то, как здесь бывает необыкновенно, необыкновенно волшебно красиво. Я недавно была в ущелье с петроглифами. Оно очень большое, там много петроглифов, но это не Тамгалы-Тас. Название я давать не буду, потому что хочу его защитить. И прошу прощения за свой эгоизм. Очень люблю это место, не хочу, чтобы оно разрушилось еще больше. Несколько лет назад я делала фотографию вот этого петроглифа, он был тогда еще целым. С каждым годом я вижу, как все больше плиты расползаются. К сожалению, рушатся практически все петроглифы. Здесь это очень древние скалы. Самая любимая моя тема о петроглифах, мне ее рассказал Станислав Александрович Потапов. Это реконструктор древнего тюркского боя. Это человек, который занимается изучением петроглифов. Он рассказал, что в день весеннего равноденствия в это святилище должны были сойтись из разных отдаленных мест молодые люди. Причем в совсем давние времена эти молодые люди были, по нашим меркам, детьми. И человек, он должен был выживать и дойти до святилища к определенному дню, чтобы там получить инициацию. Там ждали хранители, то есть это была большая такая целая система. И в наскальных изображениях была запечатлена картина мира. То есть человек, приходя в это святилище с петроглифами, учился понимать мир, учился жизни. Если вы знаете, есть такая традиция в подземных мечетях в Западном Казахстане, что устанавливается шест, по которому может спуститься аруах, дух, вот, допустим, местности, дух мечети или предок, дух предок. Вот, я думаю, этот шест неспроста оказался на вершине горы. Наверное, надо его закрепить. Это сведения, которые я получаю про нашу духовную культуру, естественно, переживания, которые я испытываю в поездках. Все это, в принципе, давно могло бы сложиться в книгу, но не складывалось, потому что я постоянно нахожусь в каком-то путешествии. И однажды, вернувшись из поездки домой, я просто копалась в интернете и наткнулась на конкурс фонда первого президента. Это простимулировало меня написать «Хастабан». Это вообще переводится дословно как «гусиный след», след гусиной лапы. Но если посмотреть, очень похож он на силуэт двух птиц, которые друг к другу головами склонились. На самом деле это метафора. Правильно нарисовать Хастабан – это значит узнать корни, узнать истоки, узнать смысл привычного того, что ты видишь каждый день. Пусть кто-нибудь прочитает, нарисует Хастабан, наступит на него, и у него будут изменения в жизни. Писать оставалось месяц. Поскольку вся эта информация уже была в голове, вопрос был только в воплощении. То есть нужно было сидеть и писать днем и ночью, получать от этого удовольствие, параллельно продолжая путешествовать и дописывая где-то в дороге. Когда я узнала, что Хастабан взял гран-при на конкурсе «Алтын Тоболга», то я была рада не за себя, а за книгу. Чтобы был полет, чтобы был разгон, мне кажется, нужно кочевать не обязательно даже физически. Можно менять сферы деятельности, можно пробовать себя в других ролях, пробовать себя в других ситуациях. Это тоже своеобразное кочевание, процесс перемещения, пусть не физического, но морального. Вообще характеристика человечества, нынешнего вот этого поколения, этой эпохи, это духовные поиски. Возможно, где-то они находятся только в зачатках, где-то они уже на полную силу у кого-то идут. И они приводят к появлению течений, как трансерфинг реальности, о том, как жить и изменять свою жизнь. В казахском языке есть поговорка «моя звезда выше». Когда видишь падающую звезду, говоришь, что моя звезда выше, потому что эта звезда чьей-то души упала, не твоей. Это очень похоже на правду. Когда я путешествую, я всегда смотрю на небо. В любом случае, она меня постоянно зовет двигаться и искать. Наверное, задача звезды каждого человека – заставить его искать ее. Превыше счастья жить на родной земле, есть только счастье по ней путешествовать. Весь мир учит нас движению. От бесконечно преобразующегося космоса до неустанно пробивающегося к свету ростка.
И небо, и земля находятся в непрерывном обновлении. Так с чего бы человеку, живущему между ними, стоять на месте?